Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Фестиваль молодежи «Муссустар» в этом году проходит 4-й раз. С каждым годом программа расширяется. На этот раз определено 13 треков. В их рамках пройдет более 20 конкурсов. У нас в студии гость молодежного фестиваля «Муссустар», хедлайнер трека «Открой Якутию» Алексей Жирухин, блогер и путешественник. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады видеть вас у нас в студии. Вот как вы стали хедлайнером трека «Открой Якутию» на молодежном фестивале «Муссустар»? Вот и каковы ваши ожидания от участия в этом? Недавно вернулся из очередного путешествия по Якутии, и мне сразу же предложили принять участие в этом фестивале. Я, естественно, с радостью согласился, потому что всегда рад вернуться в Якутию, в Якутск и поделиться своим опытом, потому что опыт путешествий вообще по России, по миру, и в частности про Якутию очень большой. Мы с друзьями практически всю республику проехали, уже, наверное, вдоль и поперек, и как раз показываем именно доступный туризм, чтобы показать возможности, что можно даже на любой машине доехать практически куда угодно. И как раз на примере нашего зеленого старого москвича мы это и показываем. Ну, вот расскажите подробнее о вашем путешествии, откуда появилась такая идея, сложен ли был путь и насколько все получилось? Мы на этом москвиче путешествуем больше года. Это москвич моего друга и товарища Александра Еликова. Год назад он купил этот москвич за 70 тысяч рублей, и мы сразу же прыгнули на нем и поехали в Арктику. В прошлом году мы ездили на Ямал по зимникам. А в этом году решили усложнить. То есть мы первые, кто на москвиче, таком старом, доехал до Арктики, причем, опять же, по зимникам. В этом году мы решили сделать еще сложнее, еще интереснее, потому что «Москвич» зашел и нам, и нашим читателям многочисленным блога. И сначала мы стартанули в начале декабря с Красной площади у нас традиционно. Сначала съездили на Русский Север, в Архангельскую область, и оттуда по самой северной дороге, через всю страну, доехали до Иркутской области, где решили в Якутию поехать, не по стандартной дороге круглогодичной через трассу Лена, а поехать интересной дорогой по зимнику, по Мирнинскому зимнику, да, из Усть-Кута в Мирный. Приехали в Мирный, дальше Удачный, и вышли на самый северный зимник Якутии и вообще, в принципе, России. Анабарский зимник. И по Анабарскому зимнику добрались до самого северного населенного пункта Якутии Дальнего Востока, Юрюнхая. Путешествие было очень интересное, потому что «Москвич» — это такая непредсказуемая машина, которая постоянно ломается. Мы даже говорим, что это «Москвич» определяет, куда мы приедем и когда мы приедем, потому что что-то спланировать, когда нас спрашивают, когда вы приедете, это просто невозможно. Мы можем приехать очень быстро, а можем несколько дней ехать, потому что постоянные поломки. Но «Москвич» держался, он ломался четко до зимников, потом понял, видимо, что у него шансов не поехать нет. И по зимникам он держался прям молодцом. Ни одной поломки не было, причем на зимнике мы поехали еще в самое холодное время, у нас постоянно было минус 50. В связи с этим у нас были потрясающие фотографии просто северного сияния всю дорогу, да, каждую ночь сияло, если не метель какая-нибудь. И мы показали, что даже на такой машине можно путешествовать настолько далеко. То есть мы доехали до 72-й параллели, чуть-чуть оставалось там 30 километров до 73-й, но там уже дальше ни зимников, ничего нет. И как раз именно такие путешествия и развивают туризм. Потому что когда вы показываете путешествия на каких-то суровых, дорогих внедорожниках или вездеходах, это не развивает. Это показывает, сравни тому, что показать, как человек отправляет в космос. Да? И это большинству все равно недоступно. Конечно. Когда ты показываешь даже на такой машине, что можно доехать, а эта машина намного хуже, чем любая машина граждан нашей страны. Да, потому что хуже машину вообще невозможно придумать. И когда смотрят наши читатели, что да ладно, вы даже на такой машине доехали, то есть я тоже смогу, и они начинают верить в себя. После прошлого года очень много людей поехало на Ямал, и я думаю, после того, как у нас выйдет серия фильмов этого года, то в следующем году очень много людей, которые не верили в себя, которые боялись, которым как раз насмотрелись этих супергеройских фильмов с внедорожниками, они теперь поверят и тоже поедут. Вы объездили Якутию, можно сказать, да, проще говоря, вдоль и поперек. Практически, да. Немножко осталось, Немножко осталось, и всю Якутию точно изъездите, да? Вот как вы чувствуете себя
себя, да, в роли посла туризма в Якутии, и какую роль вы свою именно видите в развитии туристической отрасли в регионе? Чем больше путешествую по Якутии, тем больше она нравится мне, более интересно, потому что именно здесь чувствуешь себя, ну, таким первооткрывателем каким-то, да. Причем в Якутии одни из самых, ну, наверное, хороших зимников. То есть зимники, вот многие люди, я сам из европейской части России, да, из Самары, и зимники, пока ты не попробовал по ним ездить, они, ну, даже пугали, да, слово такое, потому что очень страшно было. Когда ты что-то не знаешь, это страшно. Когда ты показываешь, какого качества тут зимники по всей республике, да, что они постоянно прочищаются, и в большинстве случаев такие зимники даже лучше, чем федеральные дороги асфальтовые. То есть особенно по льду, да, мы как раз в будущих роликах, фильмах и покажем, что там просто идеальный такой, как асфальт настоящий. И это не страшно, и это доступно. Доступно даже вот на такой машине. И как раз и цель-то у нас уже не просто путешествовать, просто познавать, а именно рассказать. Именно отсюда как раз и блог возник, и рассказы, и хочется как можно больше поделиться, и чтобы больше людей вот это все увидело своими глазами. Ну, благодаря вам, да, туризм, наверное, действительно становится доступней. Люди видят, что им достаточно по карману, да, Да, поехать да, даже да. в Якутию и попробовать попутешествовать, посмотреть вообще мир, Якутию в том числе, да, ну, нашу страну. Поговорим про сам фестиваль Мусустар, да. Как вы там будете применять свой опыт? Что происходит вообще на самом фестивале? Может быть, приоткроете? Есть Тайны, несколько конечно. направлений. Вот вчера как раз мы смотрели, ездили по площадкам, и там смотрели, как повара готовят. То есть у них между ними конкурс был на лучшее блюдо. Потом конкурс гидов тоже смотрели, как ребята участвуют. И смотрели еще конкурс роликов, видеороликов, на котором тоже я посмотрел, принимал участие. Причем самое приятное, очень много людей из разных улусов было, да, и они презентовали, показывали свои улусы. И особенно приятно, когда ты во всех улусах был и как раз смотришь на них, тоже болеешь. Сегодня я расскажу о нашем путешествии. Мы подготовили как раз ролик, успели сделать, который еще никто не видел. Вот его как раз сегодня первым покажем о нашем путешествии на «Москвиче». Ну и, конечно, буду делиться своим опытом. Буду показывать, рассказывать, в чем могу помочь. Я здесь всегда открыт и рад. Путешествия на «Москвиче», будут ли они продолжены? Куда планируете отправиться дальше? Еще севернее, если возможность доехать. Вот чем больше путешествуем на «Москвиче», чем больше рождается новых каких-то идей. Мы его оставили после поездки в Мирном. Сейчас он у нас зимует в Мирном. Мы возвращаемся в июне и хотим показать уже летнюю Якутию. То есть мы в прошлом году показали зимний Ямал и летний Ямал, насколько он разный. Да? В основном очень часто приезжают зимой и показывают холодную Якутию, да, морозы, зимники и так далее. Мы хотим показать, наоборот, жаркую еще Якутию, когда до плюс 40, да, когда здесь настоящий курорт, да, и проехаться, ну, частично по тем же местам, докуда возможно. То есть мы хотим показать Айхал, показать Мирный, Удачный, возможно, залезть в шахту какую-то, показать, как добываются алмазы. Тоже очень интересно, потому что у нас такой блок путешествия со смыслом, да, и как раз мы рассказываем о много интересном и промышленном туризме в том числе. Ну и поехать дальше, то есть проехать через Якутск, возможно, доехать до Магадана, да, и показать летнюю Колыму. Поэтому в планах вообще вот на «Москвича» еще на несколько лет, куда можно съездить. Но вот это все, проехать всю Россию и показать, что практически во все уголки можно доехать на таком машине, причем компания друзей. То есть мы просто друзья, мы скидываемся на топливо, там, на еду и путешествуем самостоятельно, показываем, что для этого нужно, там, не знаю, 20-30 тысяч рублей с человека, и можно увидеть всю страну. Не надо всю жизнь копить миллион рублей на крутые машины, да, на крутые бюджеты. Это очень доступно, ну и очень интересно. Учитывая ваш опыт, да, путешествий по Якутии и учитывая перспективы развития туризма в регионе, вот какие бы самые интересные несколько буквально мест в нашей республике вы бы назвали?
куда, может быть, нашим телезрителям, да, кто хочет начать путешествовать, но далеко ехать пока не собирается, например, из Якутии, куда бы им съездить, на что посмотреть? Вот мыс Пакса — это вот настоящее открытие. Это самая северная точка Якутии, Дальнего Востока. Причем мы в прошлом году, то есть она находится в Анабарском Лусе, мы в прошлом году ездили туда на автомобилях, да, и показывали, но это подготовленные машины должны были быть, да, это минимум 35-е колеса. А в этом году, ну, понятное дело, что каждый не сможет так сделать, все равно нужен опыт езды по снегу, и примерно от как раз Юрюн-Хая это 190 километров, то есть это все равно уже такая экспедиция. В этом году мы показали, что можно доехать как раз на автомобиле до Юрюн-Хая, на своем любом, и там уже взять в аренду трекол и одним днем съездить туда и вернуться. То есть это достаточно доступно, особенно когда компании друзей вы можете снять этот трекол, это недорого, расстояние не такое уж большое, и за день увидеть вот Северный Ледовитый океан, да, увидеть самую, причем это самая северная и самая доступная точка, 74-я параллель. То есть прям на кончике этого мыса Пакса, находится 74-я параллель. Да? И это доступнее такой нет. И это можно почувствовать настоящую Арктику, настоящий вот, дух Арктики, дух океана. Причем я уже был там, получается, в прошлом году, а в этом году мы еще взяли 2 друзей, которые не были. И вот они действительно первый раз в жизни почувствовали, что такое Арктика, что такое настоящий вот этот холодный ветер. Нас там просто сдувало бешено. И такие эмоции, я думаю, должен испытать каждый. Причем то же самое, да, со Скалаху можно не только на машине, можно на самолете прилететь, да, и там уже отправиться. И это действительно очень доступно и очень такая зрелищная экспедиция. Ну, такое, да, действительно интересное путешествие, которое как минимум запомнится, как Это максимум точно. подарит максимум впечатлений и воспоминаний. Алексей, какие советы вы бы дали путешественникам, желающим путешествовать, либо начинающим путешественникам, в общем, нашим телезрителям? Не бояться, в первую очередь, да, причем не ждать чего-то. Если у вас есть автомобиль, любой автомобиль, вы уже можете с сегодняшнего дня начать путешествовать. Не нужно смотреть на других, смотреть на крутые внедорожники, ждать этого. То есть я сам начинал путешествовать еще там с копейки. У меня самого автомобиля копейка был. И я понимаю, что все ограничения только в голове. Да, то есть можно взять любой автомобиль, а самое интересное, если даже старый автомобиль, это даже веселее получится, потому что нам каждая поломка дарила просто какой-то вот шквал впечатлений, да, поэтому у нас и получился, у нас уже 10 серий юмористического сериала, арктический юмористический сериал. Путешествия по России доступны, они бюджетные, всегда можно под свой бюджет, даже летом-то это вообще, это можно всегда взять палатку, готовить всегда сами. Это интересно, это недорого, и путешествовать по России можно вечно. То есть у нас настолько огромная страна, огромное количество национальностей и культуры, да, и которую можно изучать вечно. Это такое ощущение, вот путешествуя по России, ты путешествуешь по миру, потому что настолько огромной страны, настолько разноплановой и интересной просто нет. А я проехал немножко 55 стран. И вот все равно по России можно путешествовать вечно. Впечатление о России самое незабываемое. Да, Действительно, вот эта мысль о том, что все ограничения, они только в голове, на мой взгляд, она очень правильная, я с вами согласен. Нужно начинать путешествовать, и только тогда мы сможем увидеть свою Россию, познать Да. свою Россию, да, ее ощутить. Алексей, большое спасибо, что вы нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Да, рад. Будем очень рады видеть снова вас в нашей студии, ну и желаем побольше путешествий, прекрасных, интересных и незабываемых. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.